أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آهات وبشائر من النيل. Мы видели бетонные строения христиан, которые предоставляют все возможности, и видели мечети из соломы и глины, которые жалуются Аллаху на свое состояние. Многие из местных жителей поклялись, что не видели до нас арабов. К ним также не приезжал никто из мусульман. Они сказали, что христиане говорят им: «Мы любим вас больше, чем мусульмане, так как мы пришли к вам, предоставили вам помощь». А они что сделали? Почему они не приехали к вам и не помогли? Я скрыл свои слезы, слыша эти слова. Разве это не правда? Они пошли к ним, а мы не пошли. Послушай, что нам сказал мэр одного из городов с большим количеством жителей. Он повел нас в свои скромные жилища из глины после того, как мы посмотрели на французские школы и больницы, рядом с которыми мы обнаружили большое количество женщин и детей, которым раздавали завтраки. Он сказал: «Мне предложили подарки и подношения взамен чего? Взамен того, что я буду убеждать людей в основании образовательных центров, в которых будет преподаваться христианство». И я отказался от такого позора. Как я продам ислам и свою акиду ради их денег? Как я потеряю свой ахират ради их довольства? Он сказал: «Они стали предлагать мне еще больше. Они пообещали, что построят здание мэрии с современнейшей мебелью и возможностями. Но это не прибавило во мне ничего, кроме отказа им от того, что я придерживаюсь своей религии». Он мусульманин и говорит, что его акида — свет его жизни и гордость. Вот так они пытаются что-то сделать, тратят огромные суммы денег для того, чтобы сделать предателей своих помощников везде. Даже пустыня не спаслась от их козней. Даже пустыня не спаслась от их козней. Дорогие братья, около 20 лет назад миссионерским христианским ассоциациям не разрешали заходить в Нигер. Потом, с открытостью страны и под предлогом демократии, им разрешили войти. Затем, во время засухи и голода, число этих организаций с их большими возможностями увеличилось. Мусульманский Нигер сопротивлялся им своими слабыми силами. Но до каких пор будет продолжаться эта борьба? Когда мусульмане почувствуют, как обстоят дела их братьев там, они говорят нам, что раньше к ним приходили да'аватчики при поддержке шейха Ибн База, рахимахуллах. Когда же он умер, все прекратилось. Ты был хорошим, живым и мертвым, о Ибн Баз. Ты был хорошим, живым и мертвым, о Ибн Баз. Христиане точно знают, что мусульмане любят свою религию, и что они не принимают церкви в своих деревнях. Что же они делают? Послушай, баракаллаху фик. Они роют колодцы, и люди собираются вокруг них. Нет жизни без воды, как об этом сообщил Аллах. Затем они строят больницы, сообразно с нуждами населения в лекарствах и лечении. Следующий шаг, который они предпринимают, строят школы, открывают в них классы. В них они преподают французский язык, французскую историю, французскую культуру и христианские науки, чтобы испортить религию бедных людей. Несмотря на их большие возможности и малые возможности бедняков, мусульманский Нигер победил их. Несмотря на их большие возможности и малые возможности бедняков, мусульманский Нигер победил их. Они не строят церковь без того, чтобы напротив нее нигерцы не построили бы мечеть, в которой проводились уроки Корана для детей и взрослых.
В одной из деревень рядом со столицей Ниамеем я увидел заброшенную церковь. Я спросил людей, какова история этой церкви. Один из них сказал мне, ее построили христиане, когда пришли к нам для предоставления помощи. Я спросил, и что вы сделали? Он указал на маленькую мечеть напротив церкви и сказал, мы построили эту мечеть из соломы и глины. Мы организовали в ней уроки и халякаты Корана. Мусульмане собрались вокруг своей мечети. Никто не пошел в их церковь. А те, кто пошли, взяли у христиан еду и воду. Потом вернулись к нам, чтобы совершить намаз. Я сказал Аллаху Акбар. И Аллаху принадлежит величие Его посланнику и верующим. Один из мусульман сказал мне там, они пользуются нашей бедностью и нуждой. Валлахи, одна овца в мусульманской земле лучше, чем миллионы христиан. Мусульмане приходят к нам, потому что они любят нас, а христиане хотят ввести нас в заблуждение. Но действительно ли мы их любим? Действительно ли мы их любим? Несмотря на их бедность, беды, проблемы, они в пустыне читают Фатиху прекраснейшими голосами. Ваши дети в пустыне читают Фатиху прекраснейшими голосами. Они свидетельствуют, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха. Что же мы сделали для них? Где право того, кто сказал «Ля иляха илля-Аллах»? Из-за их большой любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, ты можешь найти дома, в которых больше, чем один Мухаммад. Они называют сыновей Мухаммад I, Мухаммад II, Мухаммад III и даже Мухаммад IV. О умма Мухаммада! Что вы сделали для ваших братьев? Разве не сказал Аллах о Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, и его последователях? Мухаммад — посланник Аллаха, те, которые вместе с ним суровы к верующим и милостивы между собой. Разве не наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, к милостивым Аллах проявит милосердие? Разве не он, алейхиссаляту вассалям, сказал, проявите милость к тем, кто на земле, и над вами смилуется тот, кто на небе? Мы не уехали из этой деревни, пока не пообещали жителям, что возведем в деревне мечеть, в которой будут проводиться учебные семестры по изучению Корана и коранических наук, и в которой будет место, где будет жить имам. Сейчас эта мечеть возводится под контролем нашего посольства там. Вскоре мы прибыли в следующую за этой деревню. Нас очень хорошо встретили жители. Им было роздано продовольствие, после чего мы спросили их, что вы хотите? И шейх этой деревни заплакал. Аллахи заплакал. Он сказал, мы хотим мечеть, чтобы проводить в ней намазы. Потом он сказал, почему они строят церкви? Они же знают, что в них никто не пойдет. Он сказал, и я точно тебе говорю, что эта мечеть наполнится молящимися. Я спросил, где вы молитесь сейчас? Он повел меня на песчаный отрезок земли, рядом с пустынной дорогой, по которой ездят грузовики и машины. И это дорога, по которой мы прибыли. Это была земля, окруженная камнями. Это та мечеть, в которой они читают намаз. Я поклялся Аллахом перед ним, что мы возведем на этой земле мечеть. Плач шейха от огорчения сменился плачем от радости. Они принялись говорить «Ля иляха илля-Аллах» и «Аллаху Акбар». Он стал говорить на языке, который мы не понимаем, но мы поняли его гордость и радость. Он также сказал, я обещаю вам, что с этого места будет звучать адан. Там мечети из соломы и глины. Поэтому я буду стараться, чтобы эти мечети были построены наилучшим способом.
Этим я хочу вызвать гнев врагов Аллаха. Когда они будут проезжать по дороге и увидят минареты, возвышающиеся над пустыней, тогда они поймут, что внуки Укбы бин Нафи', Тарика бин Зияда и Умара аль-Мухтара вновь вернулись в Сахару. Тогда они поймут, что внуки Укбы бин Нафи', Тарика бин Зияда и Умара аль-Мухтара вновь вернулись в Сахару. О Аллах, сделай эти дела искренними и чистыми ради Твоего лика. О Аллах, сделай наши дела искренними ради Твоего лика. И воздай мужчинам и женщинам, дающим садаку и совершающим благие дела, лучшим воздаянием, о Господь миров. Дорогие братья, если даже мечети из соломы и глины нанесли им поражение, то что они скажут, если это будут красивые мечети, минареты, которых поднимается к облакам на небе, чтобы объявить единство Господа небес и земли? Поэтому мы построим мечеть в каждой деревне и везде, в пустыне. И в этих мечетях будут проводиться исламские уроки. Мы призовем да'аватчиков и будем строить в каждой деревне мечеть. И это не тяжело Аллаху. Это не тяжело Аллаху. Из этой страны не выйдет ничего, кроме благого. Воистину, Аллах не любит для своих рабов куфр. Но вот вопрос, который возникает сам собой. Более 500 христианских организаций двигаются по стране свободно и беспрепятственно. Их никто не притесняет и ни в чем не обвиняет. Почему тогда притесняют наши благотворительные организации? Цель этого — прерывание отношений мусульманских стран друг с другом. Наш шейх Абдур-Рахман ас-Сумейт сообщил нам, что одна христианская организация запретила предоставлять помощь одной деревне и поставила условие, чтобы комитет мусульман Африки вышел из этой деревни. Почему обвиняются наши организации и ассоциации под предлогом выдуманного терроризма? Так они проводят христианизацию. Никто не может им ничего сказать. Они говорят о мусульманах нагло. Если человек примет христианство, он получит карточку, по которой он будет получать гуманитарную помощь. С помощью своих огромных возможностей они уже доставили кинематограф в деревни, пропихивая свои христианские идеи. Они пользуются всеми техническими средствами, чтобы ввести в заблуждение бедных. Богатые люди, христиан, делают это. А где находятся наши богачи? Где наши бизнесмены? Что они сделали для ислама? Голод и засуха произошли по предопределению Аллаха, чтобы испытать их и испытать нас с ними. Причина их бедности и нужды, в первую очередь, мы. Когда забыли братство ислама и акиды и оставили их на растерзание колонизации, и пришли люди, хотящие отдалить их от религии. Неверных разгневало, что 99% Нигера — мусульмане. Они попытались убедить мир, что более 5% жителей Нигера не мусульмане. Тогда они смогли проникнуть в страну под предлогом защиты религиозных меньшинств. Они строят церкви и выращивают себе предателей и помощников везде.
Знаешь ли ты, о ревностный мусульманин, что Нигер занимает третье место в мире по количеству урана после Австралии? Этот уран используют при производстве атомных бомб, которыми потом нам угрожают, уничтожают ими целые народы, как они сделали в Хиросиме и других городах. Мне сказал их министр высшего образования. А мы посетили и дали лекарственную помощь госпиталю при Национальном университете Нигера, который превратился в жилище пауков, вместо того, чтобы быть общежитием для студентов. Он сказал: я не говорю с тобой как министр образования, я говорю с тобой как мусульманин. Мусульмане отдалились от нас, не приходят к нам. Это предоставило шанс христианам, которые воспользовались нашей нуждой. Мы хотим преподавать детям Нигера арабский язык, так как это язык Корана, но никто нас в этом не поддерживает. Народ же стремится к тому, чтобы дети учили арабский. Гражданам запрещают записывать своих детей в французские школы, без того, чтобы дети не прекращали изучать арабский. Франция знает, что если они откроют двери для обучения арабскому языку, они не найдут поддержку ни от кого. Министр говорит: мы замечаем разницу между теми, кто окончил арабскую школу, и теми, кто закончил французскую. Выпускники арабских школ отличаются своим ахляком, отношением. Выпускники французских школ эгоисты, и у них нет ахляка. Но мы не имеем такой помощи и поддержки, какую имеют они. Потом в разговор вступил советник по обучению арабскому языку и сказал: они пользуются нашей бедностью и нуждой ради своих корыстных целей и сражаются с исламом. Послушай, что произошло в нашей деревне. Я посетил деревню со столицей Ниамей, и приехали люди из одной мировой американской организации. Они сказали, что будут раздавать гуманитарную помощь, продукты и лекарства людям. Они сказали: где вы хотите собрать людей? Консультант сказал им: мы соберем их у мечети, которую построил Комитет мусульман Африки. Валлахи, на каждом шагу видны следы Комитета мусульман Африки. Это следы доктора Абдур-Рахмана Сумейта. Да сохранит его Аллах и благословит его жизни. Когда люди собрались возле мечети, христиане спросили: кто построил вам эту мечеть? Мы сказали: Комитет мусульман Африки. Они сказали: тогда идите к ним и просите, чтобы они давали вам продовольствие. Потом они ушли, оставили нас и ничего не дали. Ушли и сказали: пусть те, кто построил вам эту мечеть, дают вам помощь. Думаешь, это помощь, которую они дают ради Аллаха? Он сказал, волнуясь: умереть от голода, будучи мусульманином, лучше, чем потерять все, став кафиром. Голодать, будучи мусульманином, лучше, чем наедаться и стать кафиром. Он говорит: и мы видели, как люди собирались на гуманитарную помощь, предоставляемую мусульманскими организациями, хотя ее было немного. Некоторые мусульманские организации дают мешок риса на 4 семьи, и люди соревнуются друг с другом ради этого мешка. Христианские же организации дают 2 мешка на человека, и несмотря на это, люди стремятся получить помощь именно от мусульман. Так где же мусульмане? Где мусульмане? Это слова их министров. Что касается слов бедняков, то мы приехали в пустынную деревню, и то, что она в пустыне, значит, что она крайне нуждается в помощи. Эта деревня проявила ревность к религии Аллаха и верующим, подняв знамя величия ислама. Люди говорят, что эта деревня выгнала христианские организации с их гуманитарной помощью. Они не приняли от них никакой помощи. Мы сели с жителями и говорили с ними. Мы видели их детей, сидящих на халякатах Корана. Потом мы спросили их: чему вы их учите? Какие книги вы им преподаете? Они пришли с книгами. Это оказался Фатх аль-Маджид, Шарх, книги единобожия, книги правильной акиды, книги ответы бид'атчиков и заблудшим.
Я клянусь Аллахом, что я нашел эту книгу у них. Я клянусь Аллахом, что я нашел эту книгу. Аль-Каулю Садид, Шарх Китабу Таухид, шейха Мухаммада бин Абдуль-Вахаба, рахимахуллах, у них, который написал шейх Абдур-Рахман Саади, рахимахуллах. Я обнаружил эту книгу, розданную там, в Сахаре. Я обнаружил правильные убеждения там, в Сахаре. Они пришли из Ливии, от паломников, которые побывали в стране двух святынь. Поэтому неудивительно, что гордость не перестает находиться в Нигере. Пустыня не перестает охранять правильные вероубеждения. Давайте же будем сотрудничать с ними в охранении и распространении этих вероубеждений, для того, как они станут суфистами, бид'атчиками, и мы будем порицать их за это. Их шейх сказал нам: вы обрадовали наши сердца своим прибытием. Мы тосковали по тому, чтобы увидеть вас. Они заставили нас остаться там без какой-либо подготовки, хотя их положение было таким, каким вы видите бедность, голод и нищету. Я спросил их: что вы хотите? Я скажу вашим братьям в стране двух святынь. Он сказал: скажи им, что ислам в пустыне зовет вас, и зовет людей страны двух святынь в особенности. Скажи им, что ислам сильный и гордый. И что эти христиане пользуются нашей нуждой в еде, питье и лекарствах. Но мы не поддадимся. Мы хотим жить мусульманами и умереть мусульманами. Даже если вы оставите нас без поддержки, Аллах нас не забудет. Я обнаружил надпись на указателе, что недалеко находится христианская миссионерская организация. Стрелка показывала вглубь пустыни на расстоянии 14 километров. Я спросил: где эта организация? Они сказали: эта организация вошла в пустыню на расстоянии 14 километров и больше. Я спросил: как мы можем добраться до туда? Мне ответили: туда можно добраться только на ослах и верблюдах. Нет дороги. Можно только ехать на ослах и верблюдах. А они сумели пробраться туда. Доктор Абдур-Рахман Сумейд, да сохранит его Аллах, упомянул историю в своей книге под названием «Путешествие блага в Африке». Он говорит: в далеком регионе, в середине пустыни, я встретил женщину в центре социальной службы в маленькой деревне. Она встретила меня, сказав: добро пожаловать, на ясном ливанском диалекте. Я спросил ее: ты ливанка? Она ответила: да. Я спросил: что ты делаешь здесь? Она сказала: служу в этом христианском центре. Он спросил: кто тебя послал? Она ответила: церковь. Он спросил: из каких пор? Она сказала: 25 лет назад. 25 лет, а она в деревне, в которой нет минимальных требований для нормальной жизни. Даже воду они находят лишь каплями. Она живет без жалоб, не требует себе зарплату, не просит для себя комфортабельную жизнь в Ливане. Вместе с этим мы заявляем, что они на лжи, а мы на истине. Могут ли нам поверить? Почему мы не видим жертвенность мусульман в да'авате в наше время? Разве не наши отцы и деды донесли вечное послание таухида до этой пустынной земли? Человек, взглянувший сейчас на наше положение, сказал в стихах: من ذا الذي رفع السيوف فوق الرؤوس ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا كنا جبالا فوق الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا في معابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار لم تنسى أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. Почему эти христиане гордятся своей религией, а мы забываем наш ислам? Разве мы не более достойны того, чтобы приносить жертву ради ислама? Где наша сила воли, чтобы сделать что-то ради Господа земли и небес? Разве наша религия не религия гордости и назидания?
Помним ли мы слова Всевышнего Аллаха? О те, которые уверовали, указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий? Веруйте в Аллаха и Его посланника и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Женщины-христиан жертвуют собой ради христианства. А ты, внучка Хадиджи, Айши и Амары, ты живешь в лучшем положении, надушенная лучшими духами. Валлахи, цены платья или хотя бы одной сумки на свадьбу хватило бы, чтобы спасти голодную и пострадавшую семью нигера, чтобы она встала на ноги. Где мужчины? Где юноши? Где бизнесмены-мусульмане? Где наши туристы в Испании и Австрии? Где их дааватческий туризм в пустыню Нигера или пустыни Африки? Я спрашиваю вас ради Аллаха, довольны ли вы этим? Христиане унижают их, нападают и строят заговоры против мусульман, пользуясь их нуждой в еде и лекарствах. Что будет, если ты увидишь бедных и нуждающихся мусульманок перед христианскими учреждениями, просящими еды, а они дают им еду с заносчивостью? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если мусульманин одел другого мусульманина и прикрыл его наготу, Аллах укроет его в судный день. И если мусульманин накормит своего брата от голода, Аллах накормит его в судный день. И если мусульманин напоит жаждущего брата, Аллах напоит его в судный день выдержанным вином. Это хадис передал Ахмад и Абу Дауд. Когда сподвижники услышали эти слова пророка, алейхиссаляту вассалям, они стали соревноваться друг с другом в том, чтобы накормить, напоить и одеть нуждающихся мусульман. Когда появится истинное исламское братство? Разве верующие не братья? Если оно не проявляется сейчас, во время бедствий, то когда? Мой брат не тот, кто любит меня на словах. Мой брат тот, кто любит меня в бедствии. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: любовь мусульман друг к другу и проявление милости подобно единому телу. Если один орган страдает, болит все тело. Спасите ваших братьев, пока вас не опередят группировки миссионеров и сутенеров. Как разрывается сердце? Как разрывается сердце, когда ты видишь этих несчастных и ничего не можешь для них сделать? Это новости о них. Они достигли вас. Их беды озаботили вас. Что вы сделаете? Что вы скажете, когда Аллах скажет вам: «О сын Адама, я просил у тебя еды, и ты меня не накормил». Он скажет: «О Господь, как я мог накормить тебя, ведь ты Господь миров». И он скажет: «У тебя просил еды такой-то мой раб, но ты его не накормил. И если бы ты его накормил, сейчас ты нашел бы у меня подобное». Да, их положение улучшилось, но они не перестали нуждаться в еде и питье. Их новых запасов может хватить на 4 месяца. И тогда кризис вернется снова, если только мы не встанем с ним рядом. Они сказали: мы хотим помощи, чтобы достигнуть свободы. Нуждающийся человек не свободен. Свободные люди ни в ком не нуждаются. Они хотят, чтобы мы стали под их властью.
превратились в их рабов. Миссионерские организации не делают никаких промышленных, профессиональных, сельскохозяйственных проектов, не проводят канализацию. Они хотят, чтобы мы оставались зависимыми от них. Что ты сделаешь после того, как узнал вести о них? Они не смогли сделать христианизацию. Теперь пытаются испортить наш ахляк. Мы видели в Аллахе бордели и ночные клубы, которыми владеют арабы-христиане. Христиане-арабы и христиане-европейцы сговорились друг с другом против нигерцев. И в Аллахе ты не услышишь о том, что они имеют успех в своей христианизации, кроме как в языческих племенах. ووالله ما تسمعون من نجاح لهم في التنصير إنما هو على قبائل وثنية. Бедные языческие племена, у которых нет религии, которые нуждаются в помощи. Им предлагают помощь взамен на принятие христианства. Все их рассказы о новообращенных христианах связаны с тем, что эти бывшие язычники переезжают с одного места на другое. Что касается мусульман Нигера, то они не удовлетворяются этим. Даже если кто-то из них принял христианство, как они считают, они быстро возвращаются к своей религии, потому что это религия фитры, которую Аллах сделал среди людей. О рабы Аллаха, это их новости вкратце. Я еще покажу некоторые ситуации, в которых я был там. О Аллах, я донес эти новости до людей. Аллах, засвидетельствуй это. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تكبير. يا أمة الخير والتقوى لله ثم لك الشكوى فالنيجر اليوم قد صارت على لظى الجوع لا تقوى. يا أمة الخير والتقوى لله ثم لك الشكوى فالنيجر اليوم قد صارت على لظى الجوع لا تقوى. عثى بها الفقر مجتاحا ولم يعد جوها صحوا وماؤها أسن ملح وزادها ينقل العدوى. عثى بها الفقر مجتاحا ولم يعد جوها صحوا وماؤها أسن ملح وزادها ينقل العدوى. وطفلها ينزوي جوعا وطفلكم يأكل الحلوى وشيخها كم ذوى بردا وشيخكم يلبس الفروى. وطفلها ينزوي جوعا وطفلكم يأكل الحلوى وشيخها كم ذوى بردا
وشيخكم يلبس الفروى. عجوزها ما لها ثوب وقد غدا عظمها رخوا، عجوزكم ثوبها ضاف وتشتري غيره لهوا. عجوزها ما لها ثوب وقد غدا عظمها رخوا، عجوزكم ثوبها ضاف وتشتري غيره لهوا. يا إخوتي لم أطق صبرا عفوا لإزعاجكم عفوا، رسالة قلت ألقيها نارية العرض والفحوى، رسالة الموت من أرضي حقيقة ما بها دعوى، ونحن مهما تباعدنا تبقى عرى ديننا أقوى. فإن منحتم فأعوان لنا بإحسانهم سلوى، وإن منعتم فإخوان لم تنقطع فيهم الرجوى. فإن منحتم فأعوان لنا بإحسانهم سلوى، وإن منعتم فإخوان لم تنقطع فيهم الرجوى. يبقى لنا الله مولانا نعلي له البث والشكوى، إليك يا رب شكوانا يا سامع السر والنجوى، إليك يا رب شكوانا يا سامع السر والنجوى، 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 يا سامع السر والنجوى.